1417 старшеклассников региона в рамках программы профессионального обучения получают специальности продавца, тракториста, оператора вычислительных машин и младшего медицинского персонала. Ребята после окончания школ при желании уже могут устроиться на работу. Напомню, летом Владимир Уйба предложил возобновить профобучение в Коми, а уже в ноябре на базе 20 СУЗов и учреждений дополнительного образования начались занятия. Елена Кононова побывала в Книжпогосском филиале Сыктывкарского политеха. Просто газони педаль. Пока все под чутким руководством инструктора. Ученица одной из школ ЕМВ Анастасия Глухова на вождении только 3-й раз. Маневры даются легко, а вот тронуться с места еще сложно. Говорит, слишком быстро отпускает сцепление. Свою будущую профессию девушка с вождением автомобиля связывать не собирается. Мечтает стать авиадиспетчером, но водительские права в жизни не помешают. Что тебе еще необходимо отработать, чтобы выйти в город? Я думаю, движение задним ходом и остановка. А в целом я уже готова. В группе инструктора Артура Янсена 8 школьников. Некоторые из них уже имеют опыт вождения. Родители научили. Теперь преподавателю приходится корректировать ошибки. То же самое движение задним ходом. У всех очень большая проблема – это повороты головы назад. То есть вот в любом случае нужно как-то стараться с зеркалами. А в целом со школьниками работается очень хорошо. Как бы ребятам это интересно, ребята стремятся, стараются. Где-то что-то не получается, значит, по новой отрабатываем. А здесь проходят теорию ПДД, устройство автомобиля и первая помощь при ДТП. Специальность водителя категории «Б» школьники ЕМВ получают в Книжпогосском филиале Сыктывкарского политехнического техникума. В СУЗе для этого есть все условия – автодром, лицензированные программы, наглядные пособия, преподавателей. Для практических занятий филиалу выделили еще одну машину. Не хватает разве что специального тренажера. Сегодня здесь обучается 25 человек, но желающих намного больше. Родители часто звонят и спрашивают, будет ли действовать программа и в дальнейшем. Конечно, это очень актуально. Во-первых, дети заняты в свободное время. То есть можно чем-то заниматься, получать дополнительную профессию. После окончания школы уже можно где-то начинать работать. Сейчас время сложное, везде платное обучение, куда-то надо ехать. Здесь, в своем родном городе, в своем техникуме, получить качественное, хорошее обучение. Я думаю, что это очень актуально. И не только по этой профессии, и другим профессиям, если будет возможность, мы с удовольствием будем обучать. Профессиональное обучение в Коми возродили осенью прошлого года по инициативе главы региона. На эти цели из республиканского бюджета выделили 10 миллионов рублей. С 1 ноября начались занятия на базе 20 СУЗов и школ дополнительного образования. В этом году специальности разных направлений получают около 1500 детей. Но в следующем охват будет гораздо больше. Во-первых, нужно сориентироваться, нужно помочь. Вот твое, не твое. Если даже не твое, то это тоже очень хороший опыт. Ты, по крайней мере, понимаешь, что точно совершенно ты поваром не будешь, но основы поварского искусства ты получишь. Или парень он может и не быть дальше механиком или слесарем по ремонту автотранспорта, но он для себя, во-первых, получит навыки безопасного и правильного вообще работы. А во-вторых, действительно скажет, не мое, и будет искать другую специальность. В этом же очень важно. Поэтому он называется профориентация. Поэтому эту работу точно совершенно будем продолжать и наращивать. В Книжпогосском филиале к этому готовы и возможности есть. Здесь, кроме водителей, могут также обучить и продавцов-контролеров, и мастеров по обслуживанию автомобилей. Елена Кононова, Иван Богомолов, телеканал Юрга, Книжпогосский район.